небольшой экскурс в историю этого древнего поселения, которое входит в Чеберлой. Мы, наверное, начнем с того, что нынешнее административное включение этого поселения в Веденский район к прошлому не имеет никакого отношения. Это связано с теми трагическими событиями, которые произошли в новейшей истории, известные трагические события, которые произошли в новейшей истории. Ну а так, как древнее поселение, оно всегда было объектом внимания историков, археологов. В частности, помню, в 90-х годах нынешний завотделом Академии наук, завотделом этнологии Академии наук Гарсаев совместно с сотрудниками Грузинской Академии наук там снимал фильм, и этим материалом находится в архиве Грузинской Академии наук, и для них даже представляет очень большой интерес. Вот. Если вы задаете вопрос, как и когда возникло это поселение, это чрезвычайно сложный вопрос. Потому что, например, мы знаем, когда возникла крепость Грозная или там что-то подобное. Здесь ситуация совсем другая. Но и навряд ли кто-нибудь вам назовет точную дату. Практически это навряд ли это возможно. Однако, исходя из общих теоретических положений и известных фактов, проверенных, выдержавших критику, можно выстроить некоторые суждения. То, что там следы обитания древнего человека в этих местах обнаружены, еще с эпохи палеолита, ну, в нашем случае это верхний палеолит, потому что так Крупнов делил на верхний и средний палеолит, это исторический факт, это проверено. Дальше, существующие там укрепления, сооружения, что они относятся к средневековому периоду, по-моему, это тоже уже утвердившийся факт. И если вот проследить вот этот период, и опять-таки опираясь на теоретическое положение, то навряд ли это место пустовало. Там всегда обитали люди, может, это не мои предки были, или вот мы у них паспорта мы не проверяли, но человек там все время жил, присутствовал, вел борьбу за свое существование. Тем более, дословно, хорошо известно, что места, где присутствует огромный водный ресурс, в данном случае это Кызылой-Ам, или там речные долины, они, как правило, не пустуют. Туда все время тянется человек и строит свою хозяйственную деятельность. Вот, исходя из этих соображений, однозначно можно утверждать, что это поселение очень древнее. Вот я сказала средневековые строения, да? Ведь эти строения, им же предшествовали еще другие строения. Это можно проследить даже на этих хозяйственных строениях, которые там присутствуют. Им предшествовали другие строения. Если выстроить ряд и проследить эволюцию, то мы приходим к выводу, что им предшествовали даже не одни, а им предшествовали еще другие, и вот так. Вот сегодня там появились новые строения, да? Мы же не будем историю Хоя начинать с этой, да? И я сомневаюсь в том, что там история начинается со средневекового периода. Очень даже сомневаюсь, потому что существующие артефакты свидетельствует о том, что им предшествовали другие строения. Вот возьмем опять-таки вот эти полуподземные арочные строения женжёныш, овчарни, да? Вот. В таком архитектурном стиле они не могли появиться. Им предшествовали Кай, тоже подземные или полуподземные арочные строения.
тем предшествовали другие, этим арочным предшествовали неарочные с плоским покрытием, у арочных там купола идут, но вы, наверное, видели, и если нет, то увидите. Вот, то есть горцы, которые отличались, по мнению исследователей, даже российских, смекалкой, рационализмом, то они пришли к выводу, что именно вот эти каменные строения, они очень удобны, долгосрочны, они очень выгодны, стены не рушатся, потолок не рушится. И вот, потому что очень часто бывают упреки, не то что упреки, замечания, такие, мол, богатые сооружения для содержания отары. Вы что, вот, в частности, мне задавали такие вопросы, когда я изучала эти строения. Ничего себе, а овцы — это не богатство разве? Овца, она кормила и одевала горца. Статус горца определялся по тому, какое количество овец у него в баранте. И все вот эти торговые операции совершались посредством скота. Естественно, в такой ситуации, что они строили очень выгодные, надежные сооружения хозяйственные, в этом никаких сомнений нет. Это я к чему? К тому, что то, что мы там видим, это не начало Хоя, это продолжение Хоя, Вот по утвердившемуся мнению в научной среде и в народной среде название произошло от слова «ха», на чеберлоевском диалекте «хо», кстати, очень архаичный диалект, вот, который означает «стража», то есть там поселение стражников. Вот. Судя по тем оборонительным сооружениям и по расположению вот этого поселения, это название вполне подходит. В средневековый период однозначно вот это название было оправдано. Вот. Однако в народной среде мне приходилось фиксировать еще одно мнение. Правда, такие мнения были единичные. Вроде бы это название оформилось еще до того, как это поселение было стражников и носило какой-то военизированный характер. Ха еще второе значение, а может и третье значение, означает еще у нас на чеченском языке боковая сторона. То есть входишь в эту округу, это место занимает боковую сторону, тем более там дальше идет обрыв, все, конец, и как бы ассоциировалось это с опорой, с боковой стороной, что опять-таки связано с каким-то надежным пониманием, с какой-то опорой. И вот с тех пор пошло вот это название поселения стражников. Судя по тем укреплениям, мы понимаем, что жизнь там была, во всяком случае, в период Средневековья, очень неспокойной. Они охраняли вот эту всю округу, контролировали дороги, которые ведут и в Шатой, и в Шарой, и в Дагестан. И укрепление было довольно сильное и известное во всей округе. Вот как я отметила, Хой — это часть Чеберлоя, да? Вот, если говорить о проникновении ислама, то, естественно, нужно начинать с того, как происходило проникновение ислама в Чеберлой, да? Вот, в обществе с некоторых пор, не без каких-то спекуляций, утвердилось мнение, почти утвердилось, что в Чеберлое ислам вообще приняли очень поздно, и даже некоторые вообще даже не приняли, что, короче, неправильное суждение относительно этого вопроса. Для пущей убедительности я ссылаюсь на наших археологов. Например,
археолог, известный археолог Багаев Муса Агаронович, ему вторят еще не менее известный Лечи Ильясов. Они приводят очень убедительные сведения, что где-то начиная с X века фиксируется проникновение исламской религии, вот этого учения, как территория, прилегающая, граничащая с Дагестаном, да, вот со стороны Дагестана проникновение. Конечно, этот процесс был очень длительным, и не надо понимать, что в X веке сразу приняли ислам. Вот, кстати, я вот опять-таки для пущей убедительности я вот, наверное, зачитаю утверждение. Вот, в частности, что пишет Багаев. На могильниках усиления Хой, Макажой, Кизиной, Тазбичи, Дишны, Боточ, Нижний Кокодой и другие обнаружены чурты уже начиная с X века по XIX век. Я вам поясняю, что из приведенных сел Хой, Макажой и Кизиной входят вот, в Чебырлой. А теперь относительно того, наверное, ранее я отмечу, что в Чебырлое с распространением ислама, очень большое распространение ислама получило имя Гадшех, то есть был такой святой, очень большой гуманист, Гадшех, очень почитаемый среди чебырлоевцев. И среди чебырлоевцев однозначно утвердилось мнение, что распространителем первое отношение к первому проникновению ислама, вот, первым распространителем ислама в Чебырлое является именно Гадшех. Конечно, дальше к завершающему этапу ислама отношение имеет уже Бершех, потому что при Гадшехе не завершилась исламизация. Гадшех был очень гуманным человеком, от него, говорят, исходило какое-то сияние. И если он дотронется до больного места, говорят, эта боль даже уходила. Он был очень почитаем и любим, он не навязывал ислам, никакого насилия не было. Он даже не разрешал разрушать вот эти памятники языческой культуры, чтобы не было обиды у тех, кто является носителем вот этих языческих реликтов. Настолько он был гуманным, и оказывается, вот все, что он делал, это оправдалось, это подтвердилось потом, когда началось насилие. Когда началось насилие в утверждении ислама. И как это делалось? Это особо ярко проявилось в период Кавказской войны при имамате Шамиля. Вот подумайте, это все в XIX веке, да, происходило, вот к середине XIX века, потом захватил за середину. Вот к этому периоду уже проблема исламизации в Чебырлое уже не стояла. Во всяком случае, другой конкурирующей религии там уже не было. Ну, конечно, пережитки где-то были, не без этого, они и сейчас есть в 21 веке, но другой конкурирующей религии не было. И ислам уже на рубеже 16 и 17 века считается уже там утвердившимся. В чем дело? Дело в том, что имамат Шамиля, мы не имеем там ничего против национального состава, он был полиэтничный, там даже чеченцев, возможно, было больше, потому что сам Шамиль пользовался большей поддержкой у чеченцев, чем
у самих дагестанцев, да, скажем так. Поэтому те жестокости, которые испытывали чеберлоицы со стороны имамата Шамиля, нельзя относить к какой-то одной национальности. Они были воины Шамиля, вот так нужно все понимать. Дело было в чем? Вот этот район, регион Чеберлоевский, туда входят и Хой, он относительно тех высокогорных районов, он в таких благоприятных условиях. Тем более, там очень рано была поставлена агрокультура. Развито было животноводство, промыслы были, очень ранние находки там гончарных изделий, обработки металла, пчеловодство вообще было, сыроварение, и шерстяные промыслы там были очень развиты. Естественно, имамате, армию же надо кормить, они в буквальном смысле слова издевались над этим населением, забирали у них скот, забирали продукты, покосы, конница топтала покосы и пастбища. Для народа, который имеет свой хозяйственный уклад, утвердившийся хозяйственный уклад, естественно, это же не нужно. Тем более за малейшее проявление протеста, за малейшее замечание, что так не надо делать, что не надо разрушать нашу утвердившуюся культуру, они жестоко наказывали, вплоть до того, мы знаем, да, наказания были очень жестокие. С хуторов выгоняли, вот эти земли отдавали своим чиновникам. Короче, они все там перевернули с ног на голову. Естественно, вот такая деятельность вызывала протесты, и если у чеберлоевцев хватило смелости это высказать, выступить, поднять восстание, выступления какие-то, то с шариатом это никакого отношения. А кто им дал право вот такими методами утверждать шариат? И вопрос вообще об исламе там вообще в тому времени уже даже не стоял. Кстати, я еще раз хочу Агады-Шейх, там сейчас зиярат, да, за что чеберлоевцы открыли зиярат, за что чеберлоевцы очень благодарны. Рядом с Агады-Шейхом можно поставить только устаза Кунтхаджи. Вот настолько они похожи. А, кстати, устаз Кунтхаджи, он часто бывал в Хое, он останавливался у жителя по имени Алхаз, кажется. И вот вирт Кунтха они приняли прямо от него самого. Да, они все носители кунтхаджинского вирта. Правда, те, кто рано переселились на равнину, в частности, например, автуринцы, они уже придерживаются вирда Ауд-Шейха. Вот такая была ситуация. Население и быт жителей села Хой, численность населения, основной род их деятельности. В принципе, вы об этом говорили. Да, они занимаются животноводством, земледелием. Кстати, о земледелии. Вот эти террасы, да, рукотворный рельеф, скажем, да, чтобы сделать вот такие террасы, это такой огромный труд, это такие силы там затрачены, это столько вдохновения, чтобы создать хотя бы одну террасу такую. На этих террасах они выращивали, кстати, в одной лунке выращивали картофель, фасоль и кукурузу. Но кукуруза там была не очень плодовитая. Там даже есть террасы, где выращивали виноград. Но все-таки животноводство было более развито, промыслы были. Население там насчитывается, значит, по тем сведениям, которые есть у меня,
от 6 до 8 гаров. Вот последний раз я фиксировала 8 гаров. Там проживают их наследники. Вот, например, кстати, вот Алгазгар, Амигар, Ангутгар, Бальгигар, Резигар, Леэгар, Уталкгар, Имайгар. И, конечно, они не могли все одновременно в один год или в один месяц там поселиться, но на этой почве там никаких разногласий я не фиксировала. Этот тейп выдерживает все требования, которые мы предъявляем, прежде чем сказать, что это тейп. Там, это организованный тейп. Кстати, хойцы отличаются дисциплинированностью, говорят, это пережиток с того периода, когда это поселение носило военизированный характер. Они ответственные, антропологически вписываются в эту полную нашу антропологическую картину. С утверждением российской администрации, что произошло в 1860 году, а точнее, вот это само вхождение произошло чуть позже, Хой, как и весь Чеберлой, входил в Аргунский округ Терской области, потом перешел в Грозненский округ Терской области. Вот. По данным 1867 года, по камеральным спискам, там проживало 320 жителей, из них 158 женщин и 172 мужчин. После Октябрьской революции Хой входил в Чеберлоевский район, был Чеберлоевский район, вот, до 1944 года. Вот, выселение происходило по одной и той же программе, как и со всех горских сел, потому что там работала одна контора, там работали одни люди, один указ, один приказ. В общем, все происходило по той же системе. А вот почему не разрешали им по возвращению там селиться, тоже разные мнения. Но если вас интересует мое мнение, я думаю, что просто, видимо, они и по экономическим соображениям, и по политическим, и по мерам безопасности, наверное, считали, что народ вернется злым, да. Вот представьте себе, они уехали, их вывезли, выселили вот таким самым коварным образом. Пришли, там все разрушено, весь уклад нарушен, и, естественно, согласно логике, должен быть какой-то протест, да, который потом должен вылиться в какую-то форму негативную. Может, из этих опасений, может, какие-то экономические затраты были невыгодны. Вот я думаю, вокруг вот этих вопросов надо исходить, почему там, может, альпийские луга надо было использовать как для выпаса. Если это место связано с большими военными событиями, то, видимо, разрушений и возрождений там было не один раз, да, не один раз. Вот это даже, я опять возвращаюсь к своей любимой теме, вот это хойское арочное помещение, полуподземное для женжил, нартолжил, вот, с такими сводами. Оно перед началом Второй военной кампании оно было сохранности. Вот. Бомба упала рядом, столбы были сдвинуты, конструкция была разрушена. Вот такое произошло. Знаете, возрождение этого района, конечно, это позитивный момент. Вот. Мы лишний раз показали, что
насколько мы относимся бережно к своим духовным ценностям, показываем, развиваем туризм. Это положительный момент. Единственное, что бы я подчеркнула так для страховки, надо всегда помнить, что все-таки там родовые земли. Там родовые земли. Родовая земля – это особая земля, это сакральная земля, это святая земля. Это не то, что пришли с сельсовета, тебе отмерили участок, или ты заплатил деньги, купил какой-то участок. Вот в этих суровых ландшафтных условиях, чтобы поставить агрокультуру, возвести жилищное строение, это, знаете, какие затраты. Вот камень, добыча камня была под контролем, регламентировалась, камень обрабатывали, потом его тащили. Вот, каждый квадратный сантиметр вот этой земли отвоеванной, в буквальном смысле слова, отвоеванной у природы, окультуренной потом и кровью, это просто не передать, это очень дорогая земля. Дело, в принципе, не в земле в самой, а дело в земле, на которой трудились, которую отвоевывали, за которую кровь проливали твои предки, твои отцы. Вот с этой точки зрения просто надо об этом помнить, когда мы там что-то ломаем, разрушаем, развиваем туризм. Там, об этом всегда надо где-то помнить. Туризм, конечно, это хорошо, но об этом не надо забывать. Особенно я хочу заметить, что чтобы проложить какие-то дороги, там, облегчить доступ, взрывные действия, я бы проводить взрывные действия, взрывать вот эти горы, я бы не посоветовала, потому что там присутствует огромный водяной ресурс, там вот эти горные массивы, да? Если произойдет нарушение вот этого баланса, вот, даже на какие-то мизерные доли, то я не думаю, что это будет иметь хорошие последствия. Например, если туристы желают попасть в труднодоступное место, почему бы конный туризм не поставить? Или канатную дорогу? Зачем обязательно взрывать, разрушать? У горцев, особенно тех, кто осваивали вот эти горные места, у них очень высокий был рационализм. Они не пытались никогда подчинить себе природу. Они вписывались, вот, не разрушали вот эту природную целостность и в то же время сами оказывались в выгоде. Опять-таки вот эти полуподземные, подземные арочные строения, ну, вот холм, да, обычно стоит для выращивания каких-то сельхозпродуктов этих, для урожая непригодны, да? То есть они вот осторожно вписывали туда вот это строение, вот это, знаете, вот настолько вот посмотришь издали, он как бы, это строение как бы и выписывается, и в то же время оно вписано туда. Вот настолько вот этот рационализм у них был, наверное, ну, на эмпирическом уровне все это вырабатывалось веками. В традиционном обществе вообще не было отходов. Никаких. Все шло на пользу. В том числе и вот коровий помет. Тем более овечий помет, который за зиму откладывался, его как бы резали квадратами, выносили, сушили. И это такое топливо, даже по сравнению с деревом, лучше даже, на выигрыше.
конечно, использовали. Вот еще один момент я вот забыла, хочу вставить, что они были вот эти арочные строения, вот полуподземные, якобы они были какими-то обсерваториями, вот, знаете, вот какими-то, я не знаю, какими-то культовыми помещениями, вот. Непонятно, вот возьмем Шарой, Шикар, да, возьмем Шикар. В Шикар более 30 вот таких строений арочных. Спрашивается, зачем в одном поселении нужно 30 с чем-то обсерваторий? Если проследить терминологию, технику строения, материал строения и функции, вот, все отвечает запросу, что они были именно хозяйственные. Вот эти вытяжки, которые... Купол зачем делали, как-то у меня спрашивали. Как зачем делали? Когда делали плоскую крышу, крыша проваливалась. Там же жили еще наверху. Вот эта крыша служила еще как двор жилища. Крыша проваливалась, овцы погибали. Поэтому они пришли к выводу, что надо как-то... А вот арочное строение, вот, ну, по закону Ньютона даже, да, не позволяет того, чтобы вот эта крыша проваливалась. Вот по таким соображениям, только лишь, никаких обсерваторий, ничего. Это были хозяйственные строения.